эфире вечерние новости. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. И в этом выпуске. Больных COVID-19 в Тампонском районе обеспечивают лекарствами бесплатно. Новую спецтехнику для обращения с ТКО приобрели для северных и арктических районов Якутии. 30 семей в Покровске получили ключи от квартир в новом пятиэтажном доме в рамках программы переселения. За сутки в Якутии зафиксировали 200 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. В Якутске выявили 97 случаев. Наибольший прирост числа заболевших наблюдается в Горном, Мирнинском, Нюрбинском, Алданском и Нерюнгринском районах. За сутки лаборатории региона сделали более 3500 тестов на коронавирус. В столице республики зарегистрировано меньше 100 случаев, 97 случаев. И это говорит прежде всего и о том, что определенного рода стабилизация, благодаря нашим с вами действиям, она, в общем-то, приводит наши с вами действия и все поведение в том числе приводит к тому, что ситуация в том числе стабилизируется и в столице республики, городе Якутске. В Тампонском районе заболевших COVID-19 бесплатно обеспечивают лекарствами. С начала его распространения в районе выявили более 160 случаев, 140 человек из них уже выздоровели. Подробности у Марии Винокуровой. Пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией по линии Министерства здравоохранения республики обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами – противовирусными, антибактериальными. Тампонская районная больница закупила и получила достаточное количество необходимых лекарств. На данный момент в полном объеме обеспечили врачебные амбулатории и также фельдшерско-акушерские пункты противовирусными препаратами. Также ожидается поступление фавипиравира, противовирусного препарата, в большом объеме и препаратов ИЛ-6, это артлегия. Сегодня в инфекционном отделении на лечении находится 9 пациентов. Из них 1 в палате интенсивной терапии, 5 с пневмонией. В основном это жители райцентра и села Кискил Сосыльского наслега. Из 9 пациентов 8 в возрасте от 58 до 70 лет. На амбулаторном лечении 18 человек. В Тампонской ЦРБ проводятся ИФА-анализы. Также проводились ИФА-анализы с конца октября по декабрь, но на данный момент они у нас закончились. Дополнительно ждем поступления 840 тестов. С 1 декабря в Тампонском районе проводится вакцинация от гриппа. Дополнительно поступило 1700 вакцин, из них свыше 500 использовано. В эти дни организованы выездные медицинские бригады, которые на дому маломобильным и пожилым пациентам старше 65 лет, а также в торговых точках проводят вакцинацию. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Для нужд северных и арктических районов Якутии приобрели новую спецтехнику для обращения с ТКО. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи ключей водителя. Это стало возможным благодаря тесной работе региональных властей с руководством ГУП ЖКХ по реализации программы мусорной реформы. Новая техника приобретена в лизинг в количестве 51 единицы. В эти дни в столицу региона доставили 21, до конца года доставят еще 14. Оставшуюся часть привезут в начале 2021-го. В целом, конечно, обновляться надо. Глава республики проводил совещание недавно тоже, и мы обсуждали вопрос обновления коммунальной спецтехники, потому что и в Арктику, хотя мы поставляли в 2013 году технику, но по сути своей сейчас опять приходит время, когда нужно спецтехнику обновлять, и это надо делать на постоянной основе, не только в арктической, но и в центральной группе районов, и там, где у нас есть потребность в части спецтехники как для коммунальных нужд, так и для потребностей дорожников. Новый фельдшерско-акушерский пункт сегодня открыли в селе Усун-Кюэль Усть-Алданского района. Его построили в рамках национального проекта «Здоровье». Здание модульное, площадью 68 квадратных метров, возведено на сваях и полностью оснащено медицинским оборудованием. ФАП будет обслуживать более 500 жителей наслега. Также в этот день в соседнем Дюпсюнском наслеге открылось новое здание детского сада на 50 мест. Это стало возможным благодаря движению добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Коллектив детского сада сам занимался разработкой дизайна и интерьера внутри здания. Мы сегодня в Усть-Алданском улусе побывали в 2 наслегах, в первом Испекском наслеге и
в Липсинском наследии, в которых открылись два значимых объекта. Это фельдшерско-акушерский пункт в первом наследии и вот детский сад Сардanga, который вот скоро откроет двери для наших малышей. Несомненно, этот детский сад сыграет очень значимую роль в развитии наследия. Воспитанники этого детского сада получат хорошее образование, воспитание и уже отдадут свой вклад в развитие родной республики. 3 десятка семей в Покровске получили ключи от квартир в новом 5-этажном доме. Его построили в рамках реализации второго этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Подробности узнаем у Виолетты Засимовой. Здравствуйте, проходите. Ольга Осипова одна из первых заселилась в новый дом по улице Братьев Ксенофонтовых, 25. Теперь она хозяйка однокомнатной благоустроенной квартиры площадью 35 квадратных метров, с готовым ремонтом и с просторным балконом. Несмотря на крепкий мороз за окном, в квартире очень тепло и даже душно. До переезда Ольга проживала в двухэтажной ЧБшке по улице Орджоникидзе, 42. Аварийным его признали в 2013 году. Конечно, это небо и земля по сравнению с тем, что мы жили. В каких мы условиях были. А тут вообще комфортные условия, тепло, уютно. Теперь я на старости лет и мерзнуть не буду, жить хорошо, надеюсь. Поэтому очень рада, конечно, получить наше время, когда все в ипотеках и прочие бесплатные квартиры. Действительно, эта программа для людей сделана. С чем повезло новоселам, так это с расположением дома. В самом центре Покровска, прямо напротив мэрии. Также их дом пока что является единственным в городе 5-этажным домом, оснащенным лифтом. Он еще не подключен, но должен заработать до Нового года. Лифт будет работать, тем более мне, человеку пожилому, с проблемами с суставами. Конечно, я очень рада, что в 5-этажном доме есть лифт. Я просто жду, не дождусь, когда его запустят. По соседству с новым домом в следующем году построят еще один, тоже по программе переселения, тоже 5-этажный и тоже с лифтом. В целом, вдоль улицы Братьев Ксенофонтовых в 2021 году должны возвести 3 многоквартирных дома по программе переселения. Строительством займется компания «Промстрой». Ну, если рассказать по ООО «Промстрой», то он работает уже давно у нас, зарегистрирован в Хангаласском улусе. По программе переселения из ветхого аварийного жилищного фонда он работает уже с начала программы, показал себя добросовестным подрядчиком. В Покровске на сегодняшний день признаны аварийными 130 жилых домов. Из них 67 домов расселят до 1 сентября 2025 года, до срока окончания второго этапа программы переселения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Начинающий фермер Амгинского района Игорь Петров начал зимовку скота без потерь в своем хозяйстве. Благодаря грантовой поддержке «Агростартап» он в прошлом году построил скотопомещение на 50 голов. Мария Ким побывала в хозяйстве и ознакомилась с условиями содержания буренок. Рабочий день Игоря Петрова заканчивается далеко за полночь и начинается с 4 утра. Время в сутках расписано поминутно, ведь фермерство – это не только работа с сельскохозяйственными животными. Фермер – человек универсальный. Здесь у нас 40 голов молодняка этого года, 2020 года рождения, 25 дойных коров и 5 нетелей, 6 нетелей. Вот, уже ждем отел, буквально через недели-две уже первый отел начнется у нас, ранний отел. В принципе, мы в этом году уже 40 тонн молока заготовили. Это получается где-то 1800 с лишним килограмм на голову коровы. Ну, хотелось бы больше, но пока на этой цифре не держимся. Как отмечает Игорь Петрович, надой молока зависит от кормозаготовки и качества заготовленного сена. В будущем хочет заняться обработкой земли, садить корма. Ну, хотелось бы хозяйство довести до более таких приличных цифр. Ну, это уже будем смотреть на будущее с кормами. Планирую все-таки заняться обработкой земли, садить корма. Ну, в лучшем случае посадить, конечно же, такие хорошие долголетние травы. Большую поддержку при строительстве летника оказала местная администрация. Она выделила землю и оказала материальную помощь. Построил гараж, начал строить сайлык, канибазу. Ну, конечно же, проблем очень много. Это финансовые проблемы, нету оборотных средств, поэтому стараемся своими силами, работаем. Как бы вкладываем свой труд в это дело.
На перспективы развития фермерского хозяйства Игорь Петров смотрит с оптимизмом. Планирует вывести хозяйство на большие объемы, увеличить количество голов скота и производство молока. Мария Ким, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, НВК «Саха», Амга. Завтра в стране отметят День Конституции. Главный документ России приняли 12 декабря 1993 года путем народного референдума. В честь этого состоялось торжественное собрание под председательством руководителя администрации, главы правительства Якутии Афанасия Владимирова. Собрание проходило в режиме видеоконференц-связи. Участники собрания отметили важность основного закона, принятого 27 лет назад, и поправок, внесенных путем голосования в этом году. Конституция, принятая в 1993 году, заложила основу развития современной России. Поправки, которые внесены в этом году по предложению президента Российской Федерации, сегодня способствуют дальнейшему совершенствованию потенциала этой Конституции. Благодаря принятию новой Конституции мы сегодня развиваем свое государство стабильно, вопреки всем тем вызовам, которые сегодня существуют, как на международном уровне, так и внутри России. Подготовку Татинского района к играм Манчары-2025 проверил министр спорта Якутии. Иннокентий Григорьев осмотрел места будущих застроек. Например, с играми Манчары в двух наслегах, которые находятся в 20 и 10 километрах от райцентра, планируется ввод новых спортивных объектов. Основные работы, приуроченные к спартакиаде, пройдут в самом Этекеле. Также сегодня в центре внимания оказались школы и детские сады, в которых разместятся спортсмены 22-х игр. Визит министра спорта в Татинский район закончился встречей с руководителями управлений и предприятий. Мы предполагаем, будет где-то не менее 3 спортивных объектов, в том числе и стадион, и многофункциональный спортивный комплекс. Конечно, надо отметить, что проведение игр всегда играет большую роль в социально-экономическом развитии муниципального района. Будут обновлены многие объекты общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений. Будут отремонтированы дороги, электрические сети, водопровод. Будет, конечно же, проведена очень большая работа по благоустройству населенных пунктов, начиная от границы муниципального района. Поэтому всех нас ожидает очень большая коллективная дружная работа, которая позволит нам провести игры на высоком организационном уровне. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.